Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня у нас 29 октября 2021 года, 21:00:01 по Берлину и 22:01 по Джахару, соответственно. Приветствую, друзья. Шавега Машуовель Сюрдикайоль Бюстикайоль Масейра. Так. Всех вас приветствую. Всех до единого приветствую. Так, Исаак, Ури и Нема, Летний сад, Неуловимый Джо, Асхаб Гилаев, Леди, кто у нас еще, Ризван, Висуалт, Асер Бино, Адам. Всех приветствую, друзья. Алейкум ассалам, Масага. Так, витаю, Олег Ревин. Вас я тоже витаю. Так, что обычные люди не могут ни с собой ничего. Так, давайте почитаем ваши комментарии, да? Вот здесь пояснители мне пришли. Я смотрю. Название, я вижу, задевает, да, некоторых. Мне тут некоторые пишут, что не говорил бы ты так, там, это раздражает кого-то, там, и так далее. Я политическую карьеру не строю, в выборах участвовать не собираюсь. Поэтому за популизмом, в отличие от некоторых, не гонюсь. Названия делаю, какие считаю правильными и как чувствую. Если кого-то это задевает, извините. Но каждый из вас, каждый до единого из вас может точно так же, как я, сесть и призывать Аллаха благословить Америку, Англию, Афганистан, Ирак, чего вы только не пожелаете. Это ваше право, друзья. Я не понимаю, в чем проблема, если я обращаюсь к самой великой державе в этом мире, для того, чтобы она нам оказала помощь, прошу помощи, обращаюсь к ее президенту, их сенат обращаюсь. Я не только к ним, я и к другим западным странам обращаюсь. Что в этом плохого, я не могу понять. Что плохого того, что благословит Аллах Америку? Вот как мусульманин, я не вижу в этом ничего плохого. Как здесь было верно написано в комментариях, если Америка будет заступаться за мусульман, что в этом плохого? В Америке, конечно, свои интересы. Я абсолютно не идеализирую не только Америку, но даже Ичкерию, как вы заметили. Что в этом плохого? Хорошо, плохо, не нравится. Предложите альтернативу. Что вы можете мне предложить взамен? Для того, чтобы нас перестали убивать. Вы знаете, почему с 2017 года, вернее уже с 2018 года, когда московский механизм с 16 государствами, в том числе Соединенными Штатами и Германией, был запущен так называемый московский механизм по мониторингу за правами человека в Чеченской Республике. Вы знаете, что убийства прекратились? Им делают препоны, они не мониторят до конца. Они через вот эту свою разную правозащитную российскую, как бы правозащитную, представьте, правозащитникам, консультантам у западных стран, у ОБСЕ, задумайтесь, запущен московский механизм. Им нужна информация для того, чтобы контролировать это все. И есть такой Рус-Адат канал, сын Верховного судьи Чеченской Республики, бывший сын Верховной судьи. Судьи, вообще российские судьи, это такие же преступники, как ФСБшники.
Вот ни меньше, ни больше. Вот я не знаю, может, вот ГРУ, ФСБ и судьи. Министерство юстиции еще добавим к этому. И они получают информацию уже из этих рук. Вот этих людей пиарят российские правозащитники и так далее. А где мы находимся? Вот тот, кто мне тут пишет комментарий, что не говори или там что-то там можно, что-то нельзя говорить. Где вот вы, мы все, где мы находимся? Нет у нас. За нас говорят наши гонители, за нас говорят наши преследователи, наши убийцы. Я не понимаю вашей логики и не готов ее понимать. Кто-то мне хочет сказать там, что против ислама я иду или так делаю. Я так не считаю. Я считаю своим невежеством или явным, откровенным предательством интересов своего народа. Вот люди идут против религии. Им кажется, вероятно, что они что-то полезное делают. Ну вот вам результат. Опровергните кто-нибудь, вот кто возражает. Я не говорю вот этих пропагандонов, которые обрушились на меня, и они не прекращают и не прекратят пока обрушиваться. Ну, это буря в стакане. Дело, вот опровергните, что с 2018 года Игорь Хвостиков в срочном порядке начальника, главаря ФСБ по Чеченской Республике перевели в Татарстан, а в Чеченской Республике массовых убийств нет. Сейчас скажут, я еще язычник за то, что сплюнул, постучал по дереву. Скажите, вот, почему это произошло? Не потому, что ли Запад заинтересовался? Именно поэтому. А для того, чтобы кто-то этим поинтересовался, или, скажем, начал выполнять свои прямые должностные обязательства, кто-то должен обратиться за этой помощью. Я вижу, что Сулейман Гезмахмаев обратился за помощью, и ОБСЕ отреагировала. А ведь эти убийства продолжались, пока вот один человек не вышел из их рядов и не рассказал. А что мы делали? Там ведь много есть родственников у нас в этих структурах, у каждого. Чтобы вот его вытянуть оттуда, помочь, чтобы он бежал оттуда, чтобы рассказал правду и так далее. Ничего же не делалось. Вот скажите мне, вот кто мне говорит, какую альтернативу вы предлагаете? Молчать вы предлагаете альтернативу. И это есть предательство своей родины, своего народа, своей религии, всего. Под благовидным предлогом, нет, ты что, нельзя, там, это же обман. Так же нельзя. Вот. Давайте подискутируем на эту тему. Кто из вас хочет подискутировать? Докажите мне обратное, если у вас есть. Хотя у вас нету вообще аргументов на это. Не понимаете, может, систему. Может быть, люди реально настолько необразованы, что мир не понимает, что есть право, что закон есть, международное право. И опять же, я не идеализирую систему. Я и критикую эту систему, и вижу. Но другой нет. Другой альтернативы нет просто. Понимаете? Может быть, у кого-нибудь там в Саудовской Аравии есть альтернатива. У нас, находясь географически в Европе, окруженной Россией, у нас нет другой альтернативы. Оккупированной России, постгеноцидный народ. Нас целенаправленно всех думающих, даже таких, как говорящих, как я, вот этих людей, целенаправленно убивали. Давайте подискутируем, давайте. Не потому, что я знаю
ну, не знаю ваших аргументов. Наоборот, я знаю, все эти аргументы мне вы тут пишете, я знаю. Давайте подискутируем и другие услышат. У вас нету доводов, даже прикрываясь религией, как вот все это время вы просто народ болваните, дурачите. И речь не идет о искренних верующих людях, опять же, которые сражаются, погибают, днем и ночью трудятся. Ведь если наша страна оккупирована и нет возможности воевать, это не значит, что других способов нет. Это не значит, что нужно поехать в Сирию и воевать за Сирию. Нет, ни в коем случае. Да, если там есть Россия, то, пожалуйста, это наш враг. Это объясняет как-то, если едет человек воевать против России в Сирию. Или если едет в Украину. А если он едет в Сирию до того, как еще там нету России, а на Кавказе еще есть партизаны, которым нужна помощь, и которые говорят, мы любим этих маджахидов сирийских больше, чем вы. Но нам здесь нужна помощь, не меньше, чем вы. Вот приблизительно он так говорил, один из наших партизан. А все равно едут туда. Не лицемерие ли это? Оставить свою родину, оставить свою страну, свой народ, постгеноцидный. Даже не одновременно в двух местах началась. Мы уже потерпели. И все равно я вот хочу сражаться. Пожалуйста, езжай, сражайся. Хоть куда. Хоть за кого. Но у нас есть задача конкретно. Нас убивают. Нас унижают. Нас сажают незаконно. И говорить, что не проси помощи, знаете, это очень напоминает одну вещь, как мусульмане не должны ходить на митинг. По-моему, это даже Кавказ-центр фетвы там выдавал, что нельзя ходить на митинги. Ну, это просто логике вообще никак не поддается. Если мусульмане самые митингующие, наверное, больше даже, чем французы. Потому что каждую пятницу обсуждаются политические, хозяйственные, социальные вопросы в мечети. Религиозные, конечно же. И после, если люди недовольны, в пятницу люди все с разных мечетей выходят на площадь и митингуют. Если накопившаяся общая проблема уже. Во всех мечетях она уже касается уже всех людей. И нам говорили, не выходите на митинги. Хватит нас обманывать, бол ас. Лия мадайт бол ас. Бусал джнаганс. Духал вуали. Тхол бусал джнаган. Духал дуали. Тхол хартдек мадиц. Ямарт нах махил бол. Шульмюльш духи анчугда. Шикжуап дюгар душун. Гаск шиншан. Гаск шин богак деш душун. Тхо бусал мострида. Бусал рома. Бусал неа мострида. Тхо бусал Неран родешду, он даже страночек амдин бусал бду. А все остальное это ерунда, которую нам рассказывают. Давайте почитаем, вот может нашелся, кто сейчас будет дискутировать со мной по этому поводу. Так. Я предлагаю альтернативу, хотя бы писать «Боже, спаси Чечению». Мантра про Америку чисто потешить это тем, что чеченцы такую мантру не примут. Чисто поглумиться над чеченским менталитетом эта фраза. Абсолютное несоответствие действительности, Асербино, то, что ты говоришь. Абсолютное. Ты абсолютно возводишь на меня напраслину. И это подтверждает как минимум десятки человек, чеченцев, которые сейчас пишут комментарии и поддерживают меня.
И это подтверждает 30 с чем-то тысяч моих подписчиков, из которых большое количество чеченцев. Боже, спаси Чечению, я говорю. И это нисколько не отменяет, если я сказал: о Аллах, благослови Америку. Это нисколько не отменяет того, чтобы я, Боже, хранил спаси Чечению. Говорю. Именно для этого я и хочу. Я открыто и говорю об этом. Я прошу, чтобы нам помогли. Международ, не только Америка. Америка одна из самых сильных и самых ненавистных России страна. И только лишь из-за этого она может уже становиться по рейтингу первая, которую мы должны считать нашим союзником. Как минимум только лишь поэтому. Я всего международного сообщества прошу. Я вот уже почти 2,5-3 года, почти 2,5 года сижу и призываю весь мир помочь нам. И как вы видите, появляются добрые люди, ответственные люди, которые начинают реагировать, помогать нам как-то работать в этом направлении. В отличие от некоторых Асер-Бино, я могу сказать. Поэтому примут чеченцы или нет, это решать чеченцам. Это не тебе решать. И глумиться, как ты тут выразился, над чеченским менталитетом никто не собирается. А вот над русским менталитетом, которых это просто задевает до глубины души. И знаешь, почему задевает? Я тебе скажу. Вот этим гибнюкам, имперцам я имею в виду. В русском менталитете много, как и у любого менталитета, много своих особенностей и своих установок. И вот одна из установок русских, это когда замерена или покорена, как они говорят, Чечения. И им очень важно вот этот момент. Если же мы молчим, маленький народ, или мы служим в их армии, все, вот это их уровень, они поднимаются до определенного уровня, и у них появляется самооценка завышенная, они уже считают, что они очень крутые парни. И для того, чтобы... И они прекрасно понимают, что по большей части чеченцы остаются теми же чеченцами, даже которые служат в их рядах. Они прекрасно слышат от своих коллег, даже от этих же чеченцев, когда начинается какая-нибудь вещь, что чеченцы могут сказать: в 44-м нас выслали, даже российские офицеры или сослуживцы, сказать, что советские, или русские нас выслали в 44-м незаконно, наших женщин, детей и стариков, всех мужчин отправили на фронт, кого могли расстреляли в 30-х годах, остальных отправили на фронт, и к концу войны, когда поняли, что побеждают немцев, выслали, более подлость нельзя придумать. Да? И, конечно же, мы, чеченцы, и даже те, кто служат в их армии, они тоже об этом говорят. И вот возникает ситуация, когда чеченцы искренне, не по принуждению, ни за деньги, ни из-за страха, говорят: Господи, благослови Америку, о Аллах, благослови Америку. Ты даже не представляешь, как их это задевает. Это самый страшный сон, который они видят. Что искренне не служу там отчизне, или как у них говорится, а именно Господи, благослови Америку. И я считаю, по многим выпадам в мой адрес, и всегда это выпады подрусских, я не тебя имею в виду, Асер-Бино, потому что выпады сперва начинают подрусски, а потом уже они заражают некоторую часть людей, которых может задеть за живое, да, или послушать эту правду и сказать: ох, как легко внушаемые люди, скажем так. И вот их это очень сильно задевает. Поэтому глумиться, если так и глумиться, то над имперским менталитетом я глумлюсь. А так я не глумлюсь. Я искренне хочу, чтобы Аллах благословил Америку для того, чтобы она нам помогла. И дал, мол, так и будет.
Так, я немножко перемотаю. Нормально, салам алейкум. Ва алейкум ассалам, нормально. Машва. Так, я, друзья, перемотаю. И еще мы поговорим. У нас много что есть сказать. Так, давайте я немножко остановлюсь. Аду давлютук. О, Аллах, храни Америку. Аду давлютук. Между прочим, это, кажется, твое выражение. Я его, как обычно, у вас забрал. Взял, украл. Аслан, телеграм Лило Швацо, говорит телеграм-канал Адат Аферисты. Конечно, нет. Телеграм это российская программа российских спецслужб. И я ни в коем случае никому не советую. Никому. Я бы не советовал даже пользоваться и ТикТоком, но так как скоро YouTube, скорее всего, в ближайшее время они будут блокировать у себя фашистской России, нам придется как-то доносить информацию, поэтому китайским ТикТоком я зарегистрировался. А так я бы не доверял бы ему. Но выбора нет, пришлось зарегистрироваться. Хотя в любой момент они там могут заблокировать. А так в Телеграме ни в коем случае не советую никому. Как найти? Еще раз салам алейкум и всем приветствую друзей. Не успел к началу стрима, но смотрел, слушал с телефона. Аслан, ты бросил камень в мой огород, кажется, да? Ва алейкум ассалам. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Вроде бы я не имел в виду тебя, но может быть ты что-то говорил, но речь о тебе не шла. Если ты считаешь, я готов объясниться. Салауди Саида, дыхание льда, где доказательства, что был геноцид русских в Чечне? Доказательства русских геноцид в Чечне есть на моем канале. Это сами свидетельства русских, которые умоляют их не убивать российскую армию. Можете посмотреть у меня на канале. Аслан, почему проигнорировал вопрос о геноциде русских в Чечне? Ну вот, я уже ответил на него. Я уже много раз отвечал. Это ложь абсолютнейшая, стопроцентнейшая ложь. Все мировое сообщество знает, что ты ФСБшник. Да не Томми. Да не Томми. Не будь ФСБшником. Маждад, ассаламу алейкум, добрый вечер всем. Аслан, один европейский вах-шариатчик ответил на мой вопрос, когда я спросил, что наше положение хуже всех. Его ответ, а нас же не бомбят. США forever. Алейкум ассалам, маждад. Наше положение хуже всех, его ответ, нас не бомбят. Да? Этого достаточно, значит. Если не бомбят, достаточно. Понятно. Аслан, ты же хочешь, чтобы наш народ был политически подкован. Да? Да. Ты же хочешь, чтобы наш народ понимал, о чем ты говоришь, суть. Чтобы народ был с тобой солидарен. Да, это верно. Но ты же, и самое интересное, потерял. Тот самый Кетерпош. Аслан, я слышал от наших стариков, что будет третья чеченская война. Как ты думаешь, будет или нет? Я абсолютно убежден, что третьей войны не будет. Будет большой процесс над преступниками, и никакой третьей войны не будет. Да, мула, я в этом убежден. И я считаю, что ни в коем случае, чтобы избежать третьей войны, нам ни в коем случае нельзя договариваться с Россией без третьей стороны. Без Америки, я считаю, в первую очередь. Это должны быть Соединенные Штаты Америки. Без них никаких переговоров. Ну или несколько это должно быть стран. Но я считаю, что в первую очередь одна единственная, которая будет договариваться между участником во время договора между Россией и Ичкерией, должна быть Америка или западные страны какие-нибудь, которые могут нам это гарантировать. Выполнение России взятых на себя обязательств. Никаких там друг против друга сели, договорились, мы там это. Нет, России верить нельзя. Как сказал
как-то на одном из митингов Андрей Курочкин сказал в защиту крымских татар был митинг, он сказал, что есть крымская татарская пословица: никогда не опирайся на воду и не доверяй русским. Так вот, русских я понимаю так, что именно власть, российскую власть и в целом имперскую Россию, которая сейчас заправляет. Поэтому, если же мы будем договариваться с Россией а мы будем в ближайшее время договариваться с Россией, без посредников, без участия третьей страны, мощной третьей страны, то нас 100% кинут и 100% будет война, 100% будет геноцид. Вот в этом я абсолютно убежден. Я не могу сказать 100%, в смысле 100%, ну 100%, что я в этом уверен. Это я могу сказать однозначно. И поэтому мы понесли уже такие потери, вот, и что нам уже терять нечего. Год мы еще будем в оккупации или еще 10 лет, для нас не имеет значения. Когда наши люди гибли, русские не сели с нами за стол переговоров, не договорились они с нами. Они вызывали нас на переговоры или делали вид, что вызывают, и убивали нас. Поэтому мы больше не должны с Россией никак разговаривать. Только при участии третьей страны. Так, пойдемте дальше. Лисовые браты, полностью поддерживаю Аслана. Америка — страна свободных людей, где права человека не пустой звук. Разве не свобода и справедливость стоят для чеченцев в основе адатов? Абсолютно верно, лисовые браты. Абсолютно именно так. Для чеченцев самое важное — это свобода. Мы много говорим о ней, мы много заплатили за нее, многими тысячами жизней, миллионами жизней уже в целом, если за всю историю. Поэтому, конечно, не пустой звук. И Америка, именно нам нужно искать точки соприкосновения с Америкой, так как для Америки свобода — это тоже основа основ. Мы заявляем то же самое. У нас основа одинаковая. А дальше можно найти много точек соприкосновения, где мы могли бы друг другу помогать и дополнять. И я абсолютно убежден, что именно так и будет. Именно так и будет. Так, давайте дальше. Пойдемте дальше. Всех приветствую, говорит Маждада. Да, леди Асна, извини за вопрос про Анзора. Ему отправляют вырезки твоих эфиров, где ты типа на Аслана Масхаду и других наших Турпалхой что-то негативное говоришь. И все смотрю, но такое не видела. Это о чем он? Я вообще без понятия, леди. О чем, кто там говорят. Я уже не понимаю, что там происходит. Вы все, ты вот правильно говоришь, я никогда ни на наших Турпалхой ничего не говорил. Но из контекста, конечно, можно что-то вырезать, вырвать и потом что-то доказывать. А если кто-то что-то не понимает, это сугубо их проблема. Так, Фриман антипутинец. Если чеченцы хотят построить ИГИЛ, Имарат или халифат, то будут жить как в Иране, Сирии, Ираке и Афганистане. Без медицины, образования, социалки, экономики. Ну, диктатуры с новым падишах. Сербинов, мне кажется, ты и есть из этих, кого ты говоришь, был бы на месте Гибнюков. Ты и есть один из них, мне кажется. Потому что я не вижу вообще никакого аргумента с твоей стороны. Ты сейчас хочешь сказать, что я хочу оскорбить каких-то чечен. Ты самый настоящий провокатор. Я тебе задал вопрос. Давай свои аргументы, давай обсудим, давай поговорим. Вместо этого ты мне говоришь, что одних чеченцев задевает, других чеченцев не задевает. Ты занимаешься самой настоящей провокацией.
Все... Да, да не Томми. Ладно. Американский нам близок. Говорит летний сад. Мозгиш цахилар дот язиндар именно. Так, это не мне. Владимир Рабинович, новое время приносит новых героев. Это времени. Да, Владимир Рабинович. Это сейчас не будем. Так, Максима я где-то видел. Максим, все свободолюбивые люди очень доверчивы. Пересмотрите свое окружение и объединяйте. Сила в единстве. Ну, Максим, свободолюбивые, да, это тоже туда входит. Но, скорее всего, там даже дело в благородстве, да, не скромно. Ни в коем случае не причисляя себя скажу, что дело в благородстве. Просто неудобно не верить людям. Просто бывает, что у тебя в голове даже не бывает. На 100-й раз, когда тебя обманывают, то уже можешь понять. Так, пойдемте дальше. Они помогают России оккупировать 90 годы независимыми. Ну, да не Томми. По-моему, ты сейчас абсолютной пропагандой занимаешься. И причем лживой. Так, у нас КГБшник Андрей Жданов заглянул. Салам, Аслан. Привет, Андрей. Разделяя власть, вот и есть аргумент. ГБ пытается это делать, и ты тоже это делаешь. Ты же назло чеченцам пишешь эту фразу. Русские тебя не смотрят, а смотрят в основном чеченцы. Ну вот видишь, опять ты нагло возводишь напрасленно на меня. Ты абсолютно не прав. И я это не делаю на зло чеченцам. Я не знаю ни одного чеченца, кто мне за это вот из настоящих, кого я знаю, в Фейсбуке, другие имеются в виду, про чеченских чеченцев. Я вот не знаю. Ну, может, надо вспомнить, может, был, не знаю, не помню. Но я знаю вот именно подрусских, которые мне под разными никами пишут, и женскими, и мужскими, и здесь в Гамбурге одна живет. И вот их всех задевает вот это. Как ты думаешь, почему? Да я даже знаю почему. Поэтому, Асербинот, ты, по-моему, скоро уйдешь в бан. За это. За инсинуацию. Так, как-то так. Ассаламу алейкум, маш довольше. Ва алейкум ассалам, дейли салам машал. Хуй. Леди Аса, я стараюсь не пропускать твои эфиры. А иногда повторы смотрю. Но никогда не видела, чтобы ты на кого-то плохое говорил. Даже Тумсика защищал и поддерживал вначале, пока не понял, кто он. Да, именно так, конечно же, я ни в коем случае не говорил этого. Это все напрасленно. Но если кто-то хочет выяснить со мной отношения, так я уже 2,5 года зову. Хадуилиш, приходите, выясняйте со мной. Но не придет ко мне, потому что нету аргументов мне предъявить. Да? Нет мне сказать, вот ты вот здесь сделал что-то не так. И... Ну, если не считать подрусских, конечно. У них очень много. У них только и есть аргументы. Перед всеми другими я неоднократно извинялся в своих эфирах. Даже за то, что не делал и не говорил, я извинялся. Просто на всякий случай. Если как-то вас я задел чем-то, как-то сказал не так, я приношу извинения. Я это много раз говорил. Единственное, перед кем я не извинялся, и не буду никогда это делать, это подрусские и гибенюки. Вот их их мочу. Извините, грешок есть такой. Но это не извинение, если я сказал, извините. Да, есть грешок. Да, непримиримый, можно сказать, противник. Ну, что поделаешь. Есть такой. А другим некому предъявить. Они могут сделать только подлость. Емартна будешь. Они не могут прямо прийти и аргументированно тебе доказать, вот здесь ты сделал это, здесь ты враг чеченского народа, вот здесь ты насолил свободному невинному чеченцу. Какие проблемы?
А болтать это, ну можно болтать, сидеть и там сотрясать воздух. Какие вопросы? Я просто не понимаю, аргумент какой мне нужно предъявить. Что-то я на Патрушева что-то сказал? Или на Путина я сильно, слишком ругаюсь? Или, Боже, храни Америку, я сказал, кому-то не понравилось? Ну, это ваши проблемы, я могу сказать вот всем, кто так говорит. Поэтому я считаю, что не нужно обращать на эти нападки никакого внимания. Это вот у нас сейчас конференция будет, очень хорошая, большая конференция будет. Кстати, пользуясь случаем, еще раз делаю анонс. У меня на канале, в Фейсбуке, Инстаграм, везде я уже сделал анонс. Воскресенье в 10:00 31 октября 2021 года, 10 часов утра, в городе Гамбурге начнет свою работу первая конференция Human Rights Center Ичкерия. Там мы будем искать пути выхода из сложившейся ситуации, привлечение внимания общественности к нашей проблеме. Туда будут приглашены очень уважаемые люди. Там будет выступать Пол Гобл, прилетит Дэвид Саттер, выступать будет по скайпу Гарри Табах. Пол Гобл, кстати, несколько дней назад со здоровьем была проблема. Будем разговаривать на эту тему, кстати говоря, завтра. Александр Сотник туда прилетит. Конечно же, Хусейн Исханов там будет. Ибрагим Никархо будет. Альви там будет. Дени Тепс там будет. Конечно же, Курочкина. Инна будет модератором. Будет наша правозащитная группа. Будет очень, я думаю, будет интересно. Я, может, Амина Умарова будет. Могу Борис Тамахин будет. Всех, у меня, к большому сожалению, у нас не получилось пригласить всех. Так как, в силу разных там были разные причины. Но самое основное было то, что уже после того, как мы уже все там решили, ковидные ограничения возникли у нас. Была вот небольшая вот эта заминка. В 2 раза даже была заминка. Вынуждены были сократить число участников и так далее. Поэтому мы ищем пути выхода. Мы не выступаем против мусульман. Мы не выступаем вообще против какой-либо религии или кого-либо. Мы выступаем за права чеченцев. За то, чтобы чеченцев не убивали. За то, что чеченцев не использовали. За то, что их не оболгали. Или лгали меньше о них хотя бы. Да, как-то нужно снизить этот уровень. Хотя и так уже, как вы заметили, уже поменьше это идет, но уже сейчас они переключились на другое направление. Теперь главный враг становлюсь я теперь. Бедолаги. Это же дело же, они думают, что они вот этим они могут правду затушить. Нет, им казалось, что вот они затушили правду, все убиты, запуганы, ведь их ведь не боятся. Боятся их подлость, и ямарта боятся. Прийти навстречу, тут из-под тишка, да, вот в этом они специалисты. Боятся, что на женщин, на детей, на братьев, на сестер, которые вообще не имеют никакого отношения к тому, что мы делаем, на них будут нападки. Нападки есть, продолжаются, будут нападать. Это мы все прекрасно понимаем, осознаем, как никто другой. Поэтому мы будем искать выход именно на нашей конференции. Я вам, раз уже буквально воспользуюсь своим положением, может, да, и расскажу о темах, которые будут обсуждаться.
Александр Сотник, например, да, Хусейн, начнем с меня. Ну, я цели и задачи скажу, и потом выступит Хусейн Исханов. Положение в чеченской диаспоре, проблемы взаимоотношений, атаки ФСБ. Александр Сотник выступит на тему, что могут сделать независимые блогеры, чтобы помочь чеченским правозащитникам с доступом к аудитории YouTube и соцсетей. Какие могут быть способы поддержки? Какое будущее у российского сегмента Google? Альви Гелагаев расскажет нам, как Запад может победить Путина. Ни много ни мало. Борис Тамахин, между прочим, мы это уже много раз говорили, главное Западу прислушаться. Борис Тамахин расскажет нам, к большому сожалению, Борис Тамахин не смог получить визу, вылететь сюда, и поэтому он тоже будет по скайпу. Угроза Западу от путинской агентуры. Выступит Дэвид Саттер. Преступления Российской Федерации в Чечне и угроза Европе. Пол Гоббл нам расскажет, что нам надо сделать чеченским демократам для того, чтобы чеченский народ перестал быть инструментом в руках ФСБ, как вновь вынести вопрос Ичкерии на первые полосы мировой политики. Перевод будет делать, кстати, Лев Курочкин, сын Андрея и Инны. Гарри Табах ответит на вопрос, бывает ли весь народ террорист, тоже по скайпу. Ибрагим Никархо расскажет, что должны делать чеченцы в Европе для поддержки освобождения Ичкерии, кто стоит на дороге. А также по скайпу выступит Дени Тепс. И Андрей Курочкин, заканчивая, расскажет, что мы можем сделать, чтобы центр стал значимым в европейском ландшафте. Амина Умарова о положении дел в средства массовой информации, проблемы освещения чеченского вопроса, кто препятствует продвижению нарратива, конкретные примеры и факты. Ну и в заключение мы предложим резолюцию, обсуждение и примем ее. Ну вот как-то так, вот такое вот будет дело у нас. Будем рассказывать о вещах, которые мне, на мой взгляд, кажутся очень актуальными и очень необходимыми нам сегодня. Будем в этом направлении работать. Так. Так, давай. Вы здесь не ругаетесь, друзья? Я что-то пропустил. Так. Этого мы заблокируем. Заложь. Так, Шамиль Халиуллин. Не нужно их банить. А то с других аккаунтов полезут опарыши. Салам Аслан, нужен непрерывный обличительный форум. Салам, Шамиль, приветствую тебя. Ну, иногда нужно банить, потому что им новые ники создавать тоже накладно. Ты что, под бутерат? Нет, он на работе, Фриман. Скорее всего. Кто-нибудь в курсе? Так, нет, Асан. Нет, Асан, только Шарипат. Леди Асан, маяк Айлина жгуч, а то прибегут провокаторы, как в Берлине. А нет, это уже публичная информация, я у себя выложил ее на сайте, на канале, поэтому никаких проблем. Провокаторы пускай прибегают, абсолютно никаких проблем. Иштхимайра Мабатевич, как они здесь в интернете пишут.
Ну, они на подлость только могут. А так лоб-лоб выйти, что-то выяснить. Мы не видим их. А все нормальные люди и так за нас. Так, у нас эфир не завис. Так, выпись культа, пусть же эта конференция станет началом возрождения демократического пути. Эмин выпись, дал мула, дал мула. Нас ждут великие дела, друзья. Нас ждут величайшие дела. Так, Аслан, только без спойлеров. И Бог ударяй. Что ты имеешь в виду, выпись культа? Так, я смотрю, вы уже тут общаетесь. Зелем, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам. Реда Аслан пытается показать нам миру адекватным народом. Так, что у вас тут опять? Да, я смотрю, это название или в чем причина, я не могу понять, но здесь новые у нас боты появились, которые просто не могут пройти мимо. Идите, займитесь другим делом, оставьте нас, мы тут пообщаемся спокойненько. Да, дятлы или сороки налетят. Но, Чехеда, у меня, как гражданки своей республики, у кого два брата убило на войне, возникает вопрос, если он от имени Темлой говорит, как Аслан помогал Темлой в 2001 году? Почему именно в 2001 году? Что ты имеешь в виду? И почему я не могу говорить, если я не помогал Темлой? И почему я, ты считаешь, говорю от имени Темлой? Я говорю от своего имени. Как гражданин Чеченской Республики Ичкерии. По-моему, зависли, да? Зависли, мне кажется. Да, прискакали, точно. Все, вернулись мы. Это было не происки гибни, а у меня здесь что-то было. Так, но Чехия, например, бывший Темлой. Ну и что? Ты думаешь, что Темлой были ангелами? Нет, начиная от Яндербиева и кончая до Масхадов, все делали большие ошибки. Это привело к тому, что мы сегодня в таком положении. Так,
Без спойлера, да, я понял, Викус. Да, ну, это все у меня уже есть. Я выложил наша программа, о чем будем говорить. Поэтому информация не секретна. Так, короче, леди тоже. Леди, тебе нельзя с нами находиться. Сейчас вот пришла Хеда и все. Она дает нам. Мы тут не знали, что мы делаем. И вот хорошо, что Хейда пришла и рассказала, что тебе нельзя здесь, леди, быть, а вот Хейде можно здесь быть. Так, должны признать свои ошибки, в этом нет ничего постыдного. Исмаил Исмаилов. А я тебя объявляю. И что дальше? Так. Примерно. Но, Чехеда, что я делал для Темлои? Ты говоришь, да? С какой целью ты сейчас это спрашиваешь? Вот мне интересно, в 2001, 2004, это у вас, ты под что-то, я так, леди, ты уйди, ты это, тут быстренько тут разрулить пришла, да? Информацию получить сейчас нужно, вырезать, вам не хватает, что ли? У вас уже столько уже материала, вам не хватает еще что-то? Я оставлю в тайне от тебя, вот, что я делал, может, да? В 2004 или 2006, что я делал. Сураска, что я делаю, говорит Кразов Антон. Не знаю, привет из Москвы, что ли, передать. Привет, Антон. Засланный заяц, говорит. Так и написано на лбу, Артур. Артур, а потом дальше пишет Ахмад Сила. Ахмад Сила, ну ты же сам засланный. Ты же откровенно уже, не просто ты что это делаешь? На своих, что ли, уже гонишь, можешь, да? Да, он и комментатор, но Чехеда и Асер Бино сегодня на дежурстве. Да, это их ники сегодня, все те же старые, просто ники новые у них, потому что старых мы уже забанили. Так, да, не будем реагировать, пропускаем. Давайте, лучше я займусь своими друзьями и своими соратниками, чем будем вот на это и рассчитано. Все, давайте, сейчас оставим это, я вам хочу рассказать очень интересный момент. Свое мнение я по этому поводу скажу. Как известно, несколько дней назад, 28 октября, вчера, то есть, пришла информация, что на суде по делу убийства Зелимхана Хангашвили выступил родственник террориста, которого зовут Вадим Красиков, который представлялся Вадимом Соколовым. Когда его задержали, у него были документы на имя Вадима Соколова. Но быстро удалось установить, что это Вадим Красиков. И ни Вадим Красиков, ни кто-либо не признавал Вадима Красикова своим человеком. Россия, то есть, не признавала его своим человеком. И вот процесс идет к завершению, вынесению обвинительного приговора в отношении террориста Вадима Красикова. И вот появился человек, который ранее, это родственник его, брат жены, по-моему, который ранее сказал, что он не знает этого человека. Это житель Украины, который без сомнения связан с российскими спецслужбами.
И вот почему. Я думаю, украинским спецслужбам было бы хорошо проверить этого человека. И вот почему. Ранее этот человек сказал, что он никак не связан, не знает Вадима Красикова. Хотя он является братом жены вот этого свидетеля. Вадим Красиков является братом жены. Так я понял их родство. Как они говорят. В первый раз, когда ему задали вопрос, он сказал, что он не знает, не знаком с этим человеком. Теперь же он сказал, что он знаком с ним. Это брат его жены. И он полковник российских спецслужб. И лично знаком с Путиным. И такое открытие, там, все начали говорить, внезапное признание, невероятно узнали, что он Вадим Красиков и так далее. Хотя многие уже, и немецкие спецслужбы, и Bellingcat докопались и знали, что это Вадим Красиков. И вот я думаю, почему это произошло, когда дело уже идет к обвинительному приговору. Вадим Красиков молчит. Он ничего не говорит, все это время на суде молчит, показаний никаких не дает. А теперь, уже когда личность установлена, и не сам Вадим Красиков сказал, то есть не совершил предательство, скажем так, в их понимании. Он готов был получить полный свой срок и держался до конца. Это такой пример для других киллеров, которые потом приедут снова нас убивать. Да этот же Вадим Красиков приедет. Как только его Германия обменяет на что-то, там, опять какой-нибудь там газ, нефть или еще что-нибудь, или работа. Ну, посмотрим. Не будем забегать. Мне просто очень сильно заверяли, что Германия не выдаст никогда Красикова, и он будет отбывать наказание. Ну, мы посмотрим, что это будет. И вот, по всей вероятности, теперь Россия будет вступать уже как государство в дело убийства, в судебный процесс и дело по убийству Зелимхана Хангашвили. Хотя Владимир Путин говорил, что ничего подобного, какие-то бандитские разборки, и Россия к этому не имеет никакого значения, никакого отношения. И вот я считаю, что, скорее всего, сейчас будет Россия открыто топить за террориста Вадима Красикова. Давайте посмотрим эту новость, и потом можно будет перейти к следующей новости. Да, по делу об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили закончилось внезапным заявлением свидетелей из Украины. Он сказал, что подсудимый, в котором он все-таки опознал своего родственника из Москвы, дословно честный офицер, который выполнил преступный приказ. И что ответственность за убийство дословно должна нести Россия. И что желание привлечь к ответственности именно Россию, а не одного конкретного подсудимого, его личный стопроцентный мотив. Украинский свидетель заявил, что прилетел в Берлин для дачи показаний добровольно, однако адвокат подсудимого процитировал пометку из материалов дела, где утверждается, что сотрудники следственных органов Украины довольно долго убеждали свидетеля явиться в немецкий суд. В судебном разбирательстве по делу об убийстве Хангашвили ключевую роль играют доказательства, собранные в Украине не только при участии следственных органов, но и при помощи расследовательских платформ Bellingcat и Insider, признанных в России иностранными агентами, а также немецкого еженедельника «Шпигель». Специалисты по уголовно-процессуальному праву считают, что в уголовных делах, которые требуют следственных действий за границей, негосударственные структуры имеют преимущество. Чего мы не знаем наверняка, так это было ли что-то, чего государство не может себе позволить. Например, платить деньги. Я бы даже предположил, что эти откровения свидетеля в интервью Шпигелю были не на бескорыстной основе. Экономические интересы ведь тоже играют свою роль. Ведь задача масс-медиа не организовывать уголовные процессы, а разоблачать скандалы. В свою очередь, адвокат гражданина России, обвиняемого в убийстве, заявил о том, что власти Украины преследуют свои политические цели в рамках этого процесса. В ходе этого процесса становится ясно, Украина, очевидно, крайне заинтересована в том, чтобы суд пришел к выводу, что за этим преступлением скрывается Россия. Тут политические мотивы, может быть, это связано с Северным потоком-2. И тут у нас свидетель, который приезжает в июле и дает подробные показания о том, что не знает обвиняемого. Потом он улетает в Украину, внезапно возвращается и рассказывает прямо противоположные вещи. А под конец еще и сознается в том, что это его личный мотив – доказать причастность России.
Для меня довольно очевидно, каким образом это можно оценить. Здесь, конечно, от моей версии версия отличается. То, что говорят, что за этим стоят украинские власти и так далее, и так далее. Что вот они, поэтому он говорит, чтобы там Северный поток, вот строительство Северного потока и там санкции там, и так далее случились. С этим можно было бы согласиться, если бы и так не было известно, что Вадим Красиков на самом деле является российским сотрудником российских спецслужб. И об этом я лично на суде об этом слышал, что он представляет российские службы. Об этом докладывали немецкие спецслужбы. Об этом докладывали, была зачитана записка в суде прямо. Поэтому и так всем известно. И все-таки я считаю, что это никак не повлияет на Северный поток-2. И адвокат, который сейчас, Вадима Красикова, который сейчас говорит, что это может с чем-то связано. Я не знаю, на что он рассчитывал, да, что вот личность не установлена и суд отпустит. Не знаю, на что рассчитывает адвокат в таком случае, но мне моя версия кажется более убедительной, более имеющий больше права на жизнь, скажем так. Но, конечно же, я могу ошибаться. Я считаю, что это сделано для того, чтобы дело идет уже к обвинительному приговору, и чтобы Россия вступилась за Вадима Красикова. Вероятно, это могли быть отдельные представители спецслужб, которые против Путина, или видя, что их боец там томится. Может быть, это решение уже самой верхушки России, того же Путин дал отмашку, ну, пускай признает, чтобы мы могли вступить, так как Красиков сидит, молчит там и не сдает подельников, значит, можно уже как-то помочь ему. Может так связано. Ну, посмотрим, как будет развиваться события. Ну, конечно, может быть связано с тем, что украинские спецслужбы подбили его на это, чтобы он дал эти показания. Ну, посмотрим. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Я уже считаю, что вы уже тут много написали. Так, я перемотаю, друзья. Ассаламу алейкум. Хамзат Гила, ва алейкум ассалам, Хамзат Машур. Так. Артур, Аслан, когда ты учился в Питере? Исмаила. А с какой целью? Я учился в Питере, 90 какой вуз ты заканчиваешь? А с какой целью ты интересуешься? Скажи, с какой целью? Так. Беспилотник уничтожил артиллерийскую установку, не пересекая линию разграничения сторон, сообщает нам. Давайте посмотрим еще одну новость из Украины. Это буквально 2 минутки.
Так, я вам лучше покажу про Байрактар, потому что я не стал читать все это. Что такое Байрактар, и чтобы вы имели представление, о чем идет речь. Вот это одного Байрактара, как говорят, достаточно вот на всю линию разграничения. Одного. Представьте, какие технологии сейчас. Давайте посмотрим. Одно из главных преимуществ турецких беспилотников «Байрактар» — их можно обнаружить только с помощью очень дорогой техники противовоздушной обороны. Если сравнивать дрон с самолетом, он маленький, летает так же высоко, может подниматься в небо на 8 километров и проводить там без посадки ровно сутки. По оценке израильского эксперта по вопросам безопасности Сергея Мигдаля, даже один турецкий беспилотник в состоянии контролировать всю линию разграничения между боевиками и вооруженными силами Украины при определенных обстоятельствах. Теоретически, у непризнанных республик на Донбассе не может быть ПВО, способного обнаружить Байрактар. При этом это умеет делать зенитно-ракетный комплекс «Бук», но даже ему будет сложно попасть по дрону. Одно дело лупить по Боингу, который весит 200 тонн, гигантскому, и другое дело попасть по этому Байрактару, у которого еще раз очень маленькое радарное сечение, да? Почти как у птички. Во время парада в честь Дня независимости Украины по Крещатику провезли один турецкий беспилотник, еще один снимал торжество с высоты, но это не значит, что в армии их всего два. Их вообще неправильно считать в штуках. Байрактар — это комплекс, который состоит из пульта управления и нескольких дронов, уточняет директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец. Мы купили несколько комплексов в позапрошлом году. Один комплекс мы получили в этом году для интереса военно-морских сил. Еще будет докупаться. Один комплекс может включать от 4 до 6 летательных аппаратов. Один комплекс может иметь различное количество командных пунктов и разную, скажем так, спецификацию. Комплекс Байрактар можно сравнить с конструктором. Чем больше их у тебя, тем более сложные комбинации можно выстраивать из летательных аппаратов. Можно передавать их от одного командного пункта другому, прямо в воздухе, поднимать в небо на одном аэродроме, а сажать на другом. Эта вот система передачи позволяет как раз обеспечить формирование такого постоянно действующего информационно-ударного поля, которое может находиться вдоль линии соприкосновения. И поэтому как раз соединение, скажем так, вот системы управления и потенциала беспилотника с большим временем пребывания в воздухе позволяет в любой момент применить эти комплексы по прямому назначению, от разведки, которая ведется постоянно, до ударного функционала, который избирательно может применяться в таких ситуациях, как мы видели вот в недавней истории. Дрон оснащен ракетами разной мощности. Он способен избирательно уничтожать только живую силу противника, только технику или и то, и другое. Пока же главной задачей Байрактара в Украине, по мнению эксперта по вопросам безопасности Сергея Мигдаля, была своеобразная демонстрация силы. Если их будут массово применять, это изменит парадигму конфликта, даже при том, что это стоит недешево, это дорогие системы сравнительно, хотя и гораздо дешевле, чем истребители, да, полновесные. Они заставят, например, бойцов сепаратистских формирований совсем по-другому себя вести, все время прятаться, да? Все время бояться, что им на голову неожиданно что-то прилетит. Мы видели, какую деморализацию это вызвало в составе армянской армии в Карабахе во время конфликта. По оценке Сергея Мигдаля, сейчас в украинской армии столько же беспилотников, сколько использовала армия Азербайджана в 2020 году во время конфликта в Нагорном Карабахе. Но для обеспечения ощутимого превосходства в случае полномасштабных боевых действий будет мало одних только байрактаров. Их должны будут поддержать другие, более легкие дроны. Юрий Баранюк, Вера Озер и Айбол Кажемуратов. Настоящее время. Так, вернемся к вашим комментариям. И потом под конец я вам еще одно видео со Степашиным покажу, врагом чеченского народа. Так, слава Турции, слава Украине и слава Байрактар. Так, я смотрю, вы тут общаетесь, и это очень хорошо.
Так. Ну а что, а почему Германия недовольна, что Украина применила Байрактар? Или это опять Роспропаганда? Ну, я не слышал, что говорила по этому поводу официальная Германия, и вообще не могу ничего сказать. Артур, Ахмад Силаба, Маулала. Ну вот, видите, вот выясняется, Ахмад Сила, вот кто здесь. Так, Ладно. Чинхуа, ассаламу алейкум. Темлой, ва алейкум салам. Файтер, приветствую тебя. Вот такие технологии для армии нужны Ичкерии. Сразу же после восстановления независимости все будет Ичкерия. Да, именно так. Дай бог. Что вы мне тут сейчас рассказываете? Так, я, наверное, что-то пропустил, я смотрю, да? Сколько много новых ников у нас, я смотрю. Очень им нравится. Ну, и такое впечатление, мне придется теперь каждый свой стрим называть «О Аллах, благослови Америку» и потом какую-нибудь тему говорить. Я вижу, кипят просто. И прикрываются мусульманами, и прикрываются, самое главное, чеченцами прикрываются. Нет, господа. Я сейчас Аслану скину. Так, что ты мне скинул? Зачем мне это? Зачем? Не знаю, зачем. Так, извиняйте, извините. Ну, понятно. Уйостуно. Так, так, ночью основная сила, маба, а то тузик мене слепят ролик, и олш. Да, они уже лепят. Все, витану.
Так, вот теперь уже эти чаты. Короче, конкретно сегодня, да? Что сбить эфир не получилось и просто сегодня забрасывают, да? Алена Гончарук. Израиль активизирует борьбу против Ирана. Это официально. Следите за новостями. Они уничтожат подземные ядерные центры с разрабатываемыми центрофугами. Иран не создаст ядерное оружие. Израиль не допустит этого. Будем посмотреть, Алена Гончарук. Будем посмотреть. Сун хахуаса асан цу яитан юцуэ. Сун яитан. Все, понял. Даю это. Да, сейчас я тебе пришлю. Одну минутку, друзья. Просто... Так, ты можешь поклясться, что я прикидываюсь одобрять. Асан, ты можешь поклясться Всевышним, что я прикидываюсь мусульманином? Что за бред ты говоришь, Адам? Я не собираюсь клясться. Откуда я знаю, мусульманин ты или нет? Но я знаю, что многие под видом я говорю. Вот вы переначиваете и говорите: ребята, я не могу понять, вы хотите освободить свою родину или сделать меня крайним? Вот объясните просто. Я не могу понять. Я убил 300 тысяч чеченцев. Я взрывал, убивал, калечил, пытал. Я не могу понять, что вы от меня хотите. Вас нет нигде, вы ничего не делаете по этому поводу. Но у вас хватает спокойно ко мне придираться. Ты так назвал название. Это зачем? Ты можешь поклясться. Что за детский сад вообще? Ты вообще какой уровень вообще человека, который такой? Ты можешь поклясться Всевышним. У тебя что в голове вообще, я не могу понять. Я что, говорю, что ты не мусульманин? Или ты мусульманин? Или мне вообще все равно, кто ты, Адам. Понимаешь? Будь кем хочешь. Твое сугубо личное дело. Асер Рено. Ты раскусил его. Евгений, ты его раскусил. Вот оно, оказывается. Скоро будут писать, что Аслан ест детей. Ну, поверь мне, и до этого тоже дойдет. Да, это точно. Мешаю собирать донаты, да. Не отвлекайся на провокаторов, говорит Сварог, да. Давайте мы не будем обсуждать, кто из вас мусульманин, кто и так далее, кто больше мусульман, кто меньше. Это к мулле все вопросы на религиозную тему, к мулле он объяснит, кто из вас больше мусульман, кто. Я не знаю, кто из вас больше. И кто один говорит: вообще поклянись, я мусульман. Солнце, а что надо? Ну, я, знаете, у меня всегда, я допускаю, что вот все, кто необъяснимо просто невежественны, в моем понимании необъяснимо, я их отсылаю, что это работники. Потому что, не могу я объяснить, что, в нашем 21 веке может быть вот такое непонимание. Веру не трогать, вера это личное. Правильно, пускай каждый молится, как он считает нужным и правильным.
Так, давайте про создание халифата вам как раз в тему, раз мы уже затронули. Это 2002 год, и Путин запугивает всемирным халифатом. Как мы знаем, мы войну начинали не для того, чтобы построить всемирный халифат, а для того, чтобы маленькая Чеченская республика Ичкерия приняла свою конституцию, избрала президента, парламент и начала жить и созидать. И в это время нам подсунули идею, что мы должны, если вы обратили внимание, а я думаю, все наблюдатели обратили внимание, что вот дагестанцы, часть дагестанцев, людей, и большая часть, я уверен, там главари были провокаторы, они решили объявить шариат и жить там, и не тужить. Вместо того, чтобы вот собраться этим двум селам и перебраться. Ну и наши ошибки тоже были, мы поддались и так далее, и так далее. Потом мы начали строить всемирный халифат, уже от Эмирата Кавказ перешли в построение всемирного халифата и так далее. Это вообще другая тема, мы ее не касаемся. Я хочу вам рассказать, что именно спекулируя вот темой халифата, Путин безнаказанно нас убивал. Безнаказанно. Нас не слушали, нам не прислушивались. Да, это было лицемерно, многие понимали. Я уверен, спецслужбы и высокие чиновники прекрасно понимали, что это лицемерие, что это обман, что это уничтожение целого народа, но лицемерно молчали. Но это их мы можем обвинить морально, а вот Путина и его банду мы должны обвинить буквально. Давайте послушаем, что говорит Путин в 2002 году. Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата, говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю... Ну, видите, убивать американцев и союзников. Как Путин спекулирует на это. И после этого пускай кто-нибудь из американских каких-нибудь чиновников, сенаторов, там, любых заинтересованных журналистов, лиц, любых, скажет, давайте мы будем помогать чеченцам. Он скажет, ну вот смотрите, они же убивать. Конечно же, это переиначивание, но много их пропаганды и его людей, путинских людей, именно этим и занимались, угрожали Америке. Что нам сделала Америка? Думаю, что вы из страны, как раз, которая является союзницей Соединенных Штатов, вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров. Обратите внимание, убивать всех кефиров Путин говорит в 2002 году после того, как взорвал свои дома, потом, как утверждает Константин Боровой, совершил в 2001 году нападение на американские вот эти высотки, российские спецслужбы, ГРУ. Константин Боровой об этом ФБР сообщал. И после этого он еще дальше идет. И находит нужную почву и в американском истеблишменте, и тут в европейском, и везде находит себе полезных людей. Он их человек и так далее. Сейчас он восстал против них. И сейчас уже это все всплывается, и теперь уже Путин убийца. Тогда многие молчали. Но это не значит, что Путин был святой. Нет. Просто у каждой страны есть своя юрисдикция и есть продажные политики, которые закрывают на некоторые вещи глаза. А то, что делает Россия и российские спецслужбы, мы уже это сами воочию уже давно наблюдаем. И масштабы того, что делает Россия, они колоссальны просто. Больше не буду показывать вам этого гада. Пойдемте дальше. Так, время у нас заканчивается, друзья.
Я смотрю, сегодняшнее название очень сильно понравилось под русским. Поэтому надо вот так, что у нас тут? Так, это завесон какой-то. Так, давайте дальше. Забыл мысль. Так, нужно было слишком уверен в своей правоте, понимая, что считать других неправым, недалекими. Частое явление. Гибнявые, временно гибнявые и их прихвостни, вы выполняете приказы преступного режима и будет после деоккупации привлечены к ответственности самым гуманным чеченским судом. Адам, я смотрю, этих героев, таких как ты, знаешь, сколько я видел. Мне кажется, тебе бы следовало в другом месте встречаться, не со мной. Но если ты очень сильно настаиваешь, я тебя уверяю, ты будешь неприятно удивлен нашей встречей. Поэтому вот это балабольство оставь себе. Хорошо? Исмаил Исмаилов. Асан, сейчас на тебе находится футболка с фоткой американского флага. А раньше, когда ты учился, у тебя была футболка с фоткой Басаевым. Напротив Кремера стоял ты. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Кремер? Ну да, я в самое опасное время носил, когда за это можно было получить по башке, и в том числе посадить могли, я носил футболку Шамиля Басаева. И что? Что это значит? Первая война это, по-моему, была в Москве. Я думаю, вы очень хорошо под меня копаете. Вы уже там, я не знаю, везде там все облазили, нашли все фотографии, какие только возможно. И теперь будете мне вот это сейчас предъявлять, что ли? Ну, здесь предъявить особо пока нечего. Но я смотрю, вы копаете, ребят. Копаете. Копайтесь. Так. Так. 6 августа Чирей. Боже, храни Америку, Эрдогана и Байрактары. Так. Так, Азербино. Ладно, не буду это читать, потому что просто ты навязываешь свой, ты меня вообще не слышишь. Ты так и не привел мне ни один аргумент против того, что я делаю. Но ты мне постоянно навязывал, пытаешься навязать, что я ограничен. Я говорю, нет, вы ограничены. Или работаете на российские спецслужбы. Вот кто так говорит. И мне начинают рассказывать. И я не говорю, что мусульмане ограничены. Вы быстро прячетесь, очень удобно, как Путин, прячетесь за мусульманами, за народом. Я про вас конкретно говорю, которые мне говорят, вот ты, Азер, так и не возразил мне ни одно, вот сколько ты пишешь здесь всем. И уже когда посчитал, что я тебя оскорбил чем-то, ты начал про меня это говорить. Что я ничего не понимаю, не до конца понимаю. И еще там на ГБ. А кто ты как не ГБ? Если ты сидишь анонимно и не приводя никаких
аргументов, просто сидишь и что-то на меня хочешь взвалить. Вот кто ты получаешь тогда? Ты или невежда, или ГБ. Я другого объяснения не вижу. Потому что ты должен, раз ты начал что-то говорить, ты должен мне сказать, вот это поэтому-то. Я тебе говорю, мы находимся в полной оккупации. Нам нужна помощь. И с твоими знаниями мы никуда далеко не уедем. Нам нужна помощь, мировая помощь. Нам нужна судебная поддержка. Ведь мы же судебные решения принимаем не в Саудовской Аравии, да? А в Европейский суд по правам человека мы идем. И их решению мы верим и доверяем. А вот где вы, я не знаю. Вот с какой стороны вы там находитесь, я не знаю, если вы хотите как-то помочь. А сидеть по скайпу, по WhatsApp, там собираться, обсуждать, говорить, как вы там, скоро Махди придет, и мы поднимемся. Это же обман, самообман. Не занимаетесь этим? Зачем вы это делаете? И вообще, я уже 100 раз сказал, что религию я не должен обсуждать. Я занимаюсь правозащитой. А вы мне приходите и меня тянете на поле религии. Вы специалисты, как я понимаю. Вот вы и занимаетесь этим. Я не специалист в этом. Я занимаюсь правозащитой. Я прошу помощи, чтобы нас не убивали, чтобы нас не оболгали. Но вы этого не понимаете. И потом вам говоришь, ты работаешь по программе, значит, ты засланный. Ты мне отвечаешь тем же. Я говорю, ты не понимаешь это? Ты говоришь, нет, ты делишь народ. Это вы делите народ. И вы под видом Бога, под видом религии, под прикрытием Бога, под религии, делаете вред чеченцам. Вы этого не понимать не можете, я говорю. И цакитал, думадать. Причем вы не сражаетесь за свою родину. Вы ничего не делаете для того, чтобы освободить свою родину. Вот вас, комментаторов, которые ходят с одного канала на другой, одному оды поют, а другого пытаются сделать врагом мусульман. Кто вы как не засланные? Вот. У меня другого объяснения нет. Вот именно, даже здесь самые крутые не наденут майку с Басаева. Леди, эту майку Басаева у меня была, я с ней и по Питеру ходил, и по Москве ходил. Я учился, по-моему, тогда на 1 курсе, или может быть на 2. И я делал фотографию. Вот у меня была, я не знаю, с кем я ее делал. Вот интересно, короче. Ну, она могла оказаться где угодно, у кого угодно этот футбол. Поэтому я так понимаю, или это человек из моих знакомых, или же, он говорит, что я работаю на ФСБ ранее, если это он, если я не ошибаюсь, опять же, то мои знакомые ни в коем случае никогда не могли допустить, что я работаю на ФСБ, потому что про меня знали все. Вот, мои взгляды были известны просто всем. Всегда. И с многими я переругался из-за этого, если честно. Так сложилось. А если он не из моих знакомых, значит, откуда у него вот эта фотография? Тоже вопрос. А если он знакомый, то не говори, что ты мой знакомый. Потому что это небезопасно. Да. Вот они и тянут, Маждат, на религию. Они тянут к религии, чтобы потом на этом меня дискредитировать. Потому что другого выбора у них нет. Им надо как-то... То, что я говорю, они не могут опровергнуть. Соответственно, им надо сказать, что я плохой. Не то, что Дудаев, это не мои мысли, это не мое изобретение что-то. Но идею они не могут опорочить, значит, нужно опорочить меня. Но это абсолютно, хоть они меня выводят из ислама, заводят из ислама, какие-то там они, что бы они ни делали,
Вот закидывают, вот видите, тоже мерзавцы, нехорошие вещи закидывают. И поэтому разницу царь водича. Так. Что ты вал царь динты? Ну, надо их научиться, их надо банить на самом деле. Пускай вот там у себя где-то там общаются. Основное фото Майки с Басаем в студию. Мне это было в 96-м году, может быть, или в 97-м году было. Нет, первая война шла, это было в 96-м году, когда эта майка у меня была. Сейчас ее у меня уже нет. Ислам не в их руках, говорит Маждада. Делает, это хорошо. Но они вот под этим очень много творят зла абсолютного. Вон сколько нагнали гибнявых. Во, Фриман, антипутинец. Эти тролли. Да, это истерика. Да, им очень не понравилось название. И как после этого снова и снова не сказать? Господи, благослови Америку. Так, на этом наш стрим заканчивается, потому что уже время у нас истекло. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Кавказус Бергер, Сервус Асам, приветствую вас. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Слава Украине, слава Турции и слава Байрактар. Адикёль, Маш Ойль, спокойной ночи. Всего самого хорошего. До свидания, друзья.